Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Нужны ли Абхазии геолого-разведочные работы по нефти? В Общественной палате обсудили актуальную тему. Устранение опасности. Вдоль республиканской трассы вырубают покосившиеся деревья. Сохранение и укрепление абхазо-абазинского этноса. В Очамчире создан Совет местного отделения ВААГ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба в ходе рабочей поездки в Турцию принял участие в церемонии заложения фундамента нового здания Абхазского культурного центра в Сакарии. Новое здание позволит центру совмещать в себе функции образовательной и культурной площадки. Согласно проекту строительства предусмотрен большой зал для обучения национальному абхазскому танцу, а также помещение, где будут организованы курсы изучения абхазского языка. Сакария – турецкая провинция, где проживает большая часть потомков кавказских мухаджиров, адыгов, абхазов, абазин. Рабочая поездка главы правительства Абхазии в Турцию завершилась в среду 6 февраля. Нужны ли Абхазии геолого-разведочные работы и добыча нефти в случае ее обнаружения? В Общественной палате обсудили актуальную тему. Во встрече приняли участие министр экономики Эдгур Ардзинба, директор Института экологии Роман Тбар, депутаты парламента. Репортаж на Алыкове. Тема добычи нефти на территории нашей страны в последнее время активно обсуждается в обществе. И на этот счет существуют разные мнения. На встрече было зачитано заключение рабочей группы Общественной палаты, созданной еще в 2010 году. В соответствии с ним Институт экологии должен был провести работу по оценке экологического состояния морской экосистемы и выявить факторы, способствующие деградации окружающей среды, а также разработать меры по снижению их воздействия. Одна из крупнейших компаний России, Роснефть, несколько лет работает в Абхазии. Компания осуществляет исследовательские проекты на шельфе Гудаутского района, а также в других районах республики. Изыскательные работы подразумевают не только обнаружение углеводородов, но и экологические съемки флоры, фауны и рельефа дна Черного моря. Подобные исследования принесут большую пользу для экологии Абхазии, говорят экологи. Начиная с 2010 года, это первый год, когда начался экологический мониторинг лицензионного участка площадью больше 3000 квадратных километров на Гудаутском шельфе. И за это время собран огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. Начиная от птиц, которые находятся в воздухе над морем, дельфинов, рыб, планктона, причем планктона, начиная с бактериального планктона, а также вся гидрохимия по слоям, начиная с нулевого уровня и заканчивая 1400 метров глубиной, а также состоянием донных осадков, их химического состава. Соглашение с компанией Апсна Ойл, учредителем которой является российская компания Апсна Групп, о разведке и добыче нефти в селе Окум, было подписано в 2014 году, пояснил министр экономики Эдгур Ардзинба. На данном этапе ведутся геолого-разведочные работы, которые должны определить количество и качество запасов нефти, и есть ли они вообще. Кроме того, в рамках реализации проектов по добыче нефти Абхазия получит от 15 до 25% налоговых отчислений, плюс налог на прибыль, налог на имущество и доходы физических лиц. Недра – это не только нефть, это и инертные материалы, и вода питьевая, и лес, и все остальное. Да? То есть уже на протяжении с 2004 года, как существует этот закон, в соответствии, опять же, с этим законом подписываются лицензионные договора, их сотни этих договоров. Во всех этих договорах, практически во всех, собственность на добытое сырье переходит на держателя лицензии. То есть, если он добыл из пойма реки инертный материал, переработал, он его продает как уже собственный товар. При этом оплачивая все соответствующие налоги, прямые, косвенные и специальные налоги. По мнению депутатов парламента Алмаса Джапуа и Рауля Лолуа, компания Апсна Ойл и ее учредитель Апсна Групп являются фиктивными микрокомпаниями с убыточным бюджетом и бесконечным количеством учредителей. Следовательно, им нельзя доверять разведку и добычу нефти. Член Общественной палаты Валерий Ардзинба в принципе выступил за добычу нефти, подчеркнув при этом, что многие вопросы остаются неясными. Я за добычу нефти, но очень много вопросов возникает. Я не знаю, к кому обратиться, увидеть этих людей, которые представляют компанию Апсна Ойл, которые придут, дадут пресс-конференцию.
Депутат Народного собрания Гиви Кварча сообщил, что на заседании парламентского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии было принято решение провести расширенную встречу депутатов со всеми заинтересованными сторонами, включая представителей компании «Апсна Ойл», по итогам которой будет создана парламентская комиссия. На Алакове Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В районе поселка Цандрепш сотрудники госкомпании «Абхазавтодор» приступили к работам по вырубке реликтовой пицунской сосны, которая произрастает вдоль республиканской трассы. Почему возникла такая необходимость и с чем связаны столь радикальные меры, узнавала Алика Трапш. Пицунская сосна – необычайно красивое хвойное дерево. На сегодняшний день оно считается древнейшим представителем растительного мира, поскольку найдены его останки, сохранившиеся с доледникового периода. Реликтовое дерево занесено в Красную книгу под статусом «Исчезающий вид». Однако вот уже 3 дня, как сотрудники ДРСУ-2 госкомпании «Абхазавтодор» проводят работы по вырубке пицунской сосны. Покосившиеся деревья представляют реальную угрозу. При непогоде они в любой момент могут упасть на проезжую часть. Куда хуже и на сами автомобили. Именно по этой причине 63 хвойных дерева, произрастающих вдоль республиканской трассы в районе поселка Цандрепш, срубают. В этом году, значит, вот уже с Нового года на трассе, значит, ПСО до въезда в Гагры упало 8 деревьев. Одно из деревьев попало на машину, но, к счастью, с водителем ничего не случилось, но машина была сильно повреждена. Бывают случаи, когда в 4 часа утра перекрывается дорога, падает дерево, поднимаем людей в 4 утра, в 6 утра. И экологи выехали на место и определили деревья, опасные деревья, и после этого начали мы эти работы. Чтобы не перекрывать трассу и не останавливать движение автотранспортом, вырубка деревьев проводится поэтапно. Сначала спиливают ветви, а затем и сам ствол. Спиленные деревья сразу же грузят в машину и вывозят. Стволы пилим на чурки, все это грузим на машины и вывозим на свалку. Ну, потому что эти деревья, как бы, они, как пиломатериал, они такой особой ценности не представляют собой. Они полностью сквозную, напичканы сучками. Для осуществления работ по вырубке реликтовой пицунской сосны необходима специальная техника. Так как ее нет у дорожного ремонтно-строительного управления Гагры, приходится арендовать у частных лиц. Вы видите, сзади нас вышка, вот GCB работает на трассе. Это мы нанимаем эту технику. А так, да, ну, ДРСУ есть дружбы, косилки, КАМАЗ. Эти работы, значит, оплачивает дорожный фонд. Абхазавтодор нам перечисляет, и мы проводим эти работы. На сегодняшний день уже срублено 40 накренившихся деревьев. Осталось еще 23. Размножение пицунской сосны преимущественно происходит семенами. И следует отметить, что на данном участке немало молодых ростков этого редкого растения. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В местечке Мрамба в Кадорском ущелье Гулрипского района, где по информации Всемирного фонда дикой природы России был убит леопард Килли, следы редкого зверя пытаются обнаружить эколог из села Ажара и волонтеры. Напомним, что леопард был выпущен в дикую природу в июле 2016 года в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказ. По словам заместителя председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурмана Соломка, никаких следов леопарда или капкана пока не обнаружено. Информация о убитом звере не подтвердилась. Час назад буквально отзвонился мой эколог по Гулрипскому району и сообщил следующее, что район Мрамбы полностью исследован, нигде не найдены следы зверя, ни убитого, ни живого зверя. Поэтому на сегодняшний момент утверждать, что зверь погиб на нашей территории, недостоверно. В Сухуми состоялся учредительный съезд Республиканской политической партии «Акзара», сообщает нужная газета. На съезде присутствовали делегаты из всех регионов страны. Съездом утверждена программа партии. Основной целью партии является достижение устойчивого развития страны на базе законности и стабильности. Порядок должен быть всегда и везде – и в доме, и на улице, и в государстве, считают члены партии. Съезд единогласно избрал председателем партии Леонида Дзапшпа.
Представители Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса провели встречу с жителями Чемчирского района, которым рассказали о важности работы конгресса в сфере сохранения и укрепления абхазо-абазинского этноса. По итогам встречи был создан Совет местного отделения конгресса, который возглавил Даур Свижба. Подробности в репортаже Саида Джарсалия. Встреча с активом прошла в Доме культуры. Участникам встречи рассказали об истории создания Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, о целях, задачах и о намеченных планах организации. Одна из главных целей подобных встреч – создание советов местного отделения. Такие советы уже созданы в Галском и Ткварчалском районах. Наверное, мало на сегодняшний день кто занимается изучением вопросов, именно детального изучения вопросов того, что происходит сегодня у нас на селе. Конечно, сложности наверняка они будут схожи для многих населенных пунктов, но для нас крайне важно еще понять, какой существует там потенциал, чтобы потом оказывать содействие в привлечении этого потенциала для улучшения того или иного показателя. Об этом нам будут говорить местные жители, а мы уже совместно в тесной связке с главами администрации сел, потом с главами администрации районов и вот так вот по цепочке выше, если будет такая необходимость, совместно и с депутатами, конечно же, будем оказывать содействие и все вместе изыскивать там и средства, и возможности для реализации или для решения тех или иных задач. Участникам встречи был представлен мультиязычный информационный портал Конгресса, рассказывающий о деятельности организации, об истории и этнографии абхазо-абазинского народа и выдающихся представителях этноса. На встрече был показан документальный фильм о международном объединении Алашара, который выступает партнером Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Член Высшего совета ВААК Вячеслав Чирикба рассказал чемчирцам о важности работы Конгресса, в первую очередь в сфере сохранения и укрепления абхазо-абазинского этноса. Главная цель – это укрепление нашего этноса, сохранение нашего этноса перед лицом глобализации, когда многие народы теряют свое лицо, практически языки теряют. Это самая главная задача – это сохранить наш этнос, демография, язык, культура. Основополагающие основы нашего народа. Желаю вам всем прикосновения к этому общему делу. Надеюсь, что вы войдете в ряды этой важнейшей организации, которая объединяет всех абхазов, абазинов всего мира. Вот. И внесете свой вклад, каждый по возможности, в наше общее дело, укрепление нашего этноса, нашего государства, нашего народа. По итогам встречи был создан Совет местного отделения Конгресса, который возглавил Даур Свижба. Встреча представителей Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса с активистами Чемчирского района – третья из запланированной серии встреч с жителями городов и районов республики, которые проводятся во всех районах страны с целью активного вовлечения жителей Абхазии в деятельность организации. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Столица Абхазии Сухум периодически остается без питьевой воды. Вот и сегодня в большей части города подача воды была прекращена. Причиной стали ремонтные работы на улице Чалмазы и на напорном водоводе в районе Маяка. Наша съемочная группа выехала на место работы и узнала, как скоро подача воды будет возобновлена. Ранним утром 6 февраля работники столичного водоканала приступили к ремонту водовода на участке Нижняя Ишера. Подача питьевой воды в центральной части Сухума сегодня была приостановлена в связи с аварией, произошедшей на одном из главных водоводов, питающих центр города. Мы остановили с 0 часов 2 насосные и 2-ю и 4-ю на Гумисте, открыли аварийные выпуски, чтобы вода быстрее стекала. И тем не менее она до сих пор идет. Сложность проведения ремонтных работ состоит в том, что яма, образовавшаяся в результате разрыва трубы, находится в труднодоступной местности. И чтобы ликвидировать последствия аварии, нужно провести необходимые сварочные работы. Без питьевой воды остался в среду и новый район столицы. Здесь также проходят ремонтно-восстановительные работы. Лопнувшая водопроводная труба, подающая воду в дома, была заменена 10 лет назад. Стык пластиковой трубы разорвался. И вот сейчас наши ребята раскопали, подготовили, ждем, когда стечет вся вода. И после этого, значит, мы займемся пайкой, вставкой и пайкой этой трубы. Надеемся, что к вечеру мы подадим воду и в центральную часть города, и в новый район в частности.
В целом, водопроводная система в Сухуми по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Несмотря на постоянный ремонтно-восстановительные работы, сотрудники водоканала часто сталкиваются с новыми проблемами. Вот почему было принято решение заменить все главные водоводы города в рамках Российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Кроме того, сейчас в Сухуми строится новая 4-я водонасосная станция. К лету строительство будет завершено. Затем будет проложен новый водовод из пластика от села Личкоп до Сухумского интерната. Как говорят специалисты, новый водовод значительно разгрузит водопроводную систему столицы. Гугут Савардания, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Во второй половине дня, ближе к вечеру, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем 9-14 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.